Супер.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рады вас приветствовать в Московском дворце пионеров на Дне татарской культуры, который проводится в рамках детского фестиваля национальных культур «Мой дом, Москва». Фестиваль ставит перед собой важные и благородные цели – показать богатство и красоту народного творчества, приобщить детей и молодежь к культурному наследию, помочь развитию межкультурного диалога. И сегодня концерт «Москва татарская» ведет заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анися Альхова. И мои соведущие, лауреаты московских и всероссийских конкурсов, учащиеся группы конференций, студии литературного творчества и художественного слова Московского дворца пионеров Ася Снегирева и Артем Таранов. Организаторами сегодняшнего замечательного праздника являются Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Департамент образования города Москвы, Московский дворец пионеров и региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия города Москвы». Мы с огромным удовольствием приглашаем на сцену руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Ивановича Сучкова. Добрый день, уважаемые друзья! Вы знаете, мне очень приятно от имени правительства Москвы приветствовать вас здесь, на очередном Дне национальных культур нашего фестиваля. Департамент национальной политики и межрегиональной связи, Департамент образования в прошлом году поддержали инициативу национальных культурных автономий провести вот такой фестиваль. И фестиваль с сентября 2016 года уже шагает по Москве. Фестиваль посвящен 75-летию битвы под Москвой, а также 20-летию принятия закона о национальных культурных автономиях. Мне очень приятно отметить, что сегодня весь зал переполнен, потому что людям интересно смотреть на то, что подготовили наши дети. И я уверен, что сегодняшний день запомнится всем. И еще одно отличие или одна особенность сегодняшнего фестиваля – то, что на данном фестивале присутствует удивительный человек, прекрасный человек, легендарный человек, генерал-полковник Акчурин Расим Сулейманович, который недавно отметил юбилей. Мы еще раз поздравляем его с юбилеем и желаем здоровья, благополучия и добра. Добрый путь, фестиваль! Спасибо большое, Виталий Иванович. В эти дни наша страна отмечает День защитника Отечества. И мы поздравляем всех защитников с этим праздником. И мы с удовольствием приглашаем на сцену заместителя председателя Совета муфтиев России, руководителя региональной общественной организации Татарской национально-культурной автономии города Москвы Фарисова Фарида Фарисовича. Слышно? İstenmesiz, hürmetli iptaşlar. İstenmesiz, kadirli pan kardeşlerim. Barınızın da Çin gününden selamlım. Ayrıca bizden selamlı hatun kızlarımızın. Я поприветствовал всех присутствующих на втором государствообразующем языке татарском. Татары Москвы, татары России – неотъемлемая часть Российской Федерации. И сегодняшний концерт посвящен тому, что
все национальности в Российской Федерации едины. А если мы едины, мы непобедимы. Я хотел бы поприветствовать на сегодняшнем концерте самый главный почин, который мы взяли, это культурно-национальная автономия города Москвы. А если взять культурно-национальную города Москвы и Подмосковье, то по количеству татары сравнимы в самом Татарстане. Исходя из этого, мы должны держать всегда великолепную марку, давать пример нашему поколению, которое растет. В связи с тем, что наслаждаться настоящим можно, если у тебя есть предсказуемое будущее. Будущего невозможно, если ты не помнишь своего выдающегося прошлого. А выдающееся прошлое на сегодняшний день у татар Москвы ассоциируется с легендарным человеком, настоящим генералом, бессменным руководителем культурно-национальной автономии, президентом культурно-национальной автономии. Это Акчурина Расима Сулеймановича. Я хочу, чтобы вы все поприветствовали. Расим Сулейманович, я прошу вас выйти к нам на сцену, чтобы Москва и страна знала своих героев. На сегодняшний день ему исполнилось 85 лет, но он пример для нашего юного поколения. Он в строю, он каждый день работает по воспитанию нашей молодежи. Не отмечается, а именно работает. И я это утверждаю устами, твердо верю в это душе, потому что он на сегодняшний день дает еще и мне рекомендации, как и что делать. Я благодарен ему за это. Расим Сулейманович, вам слово для этого. Вообще, конечно, символично то, что наша встреча